Уважаемые родители и юные читатели, в рамках проекта «Подрастаю с книгой Я» предлагаем вам обзор литературы для семейного чтения. Представляем книги, недавно поступившие в библиотеку филиал номер 1. Эти книги уже успели завоевать читательскую любовь. Эти книги хорошо читать по вечерам в семейном кругу. Они доставят немало приятных минут не только младшему поколению, но и мамам, и папам, а может быть и бабушкам с дедушками. Все книги хорошо иллюстрированные, радуют интересными сюжетами, прекрасным литературным языком и узнаваемыми ситуациями, а подчас наоборот невероятными приключениями. Они настолько жизнеутверждающие, несут в себе такую порцию тепла и оптимизма, что хватит на всех, на детей, родителей и даже домашних питомцев. Мы надеемся, что многие книги станут любимыми в вашей семье. И новые книги для тех родителей, которые уделяют большое внимание интеллектуальному развитию своего ребенка. Тина Нолан. Праздник с ежатами. Однажды на ферме Ева нашла ежонка. Девочка долго ждала, когда вернется его мама, но ежиха не пришла, поэтому Ева забрала малыша в центр спасения животных «Лапа дружбы». В центре девочки сказали, что, скорее всего, ежонок не один, и раз его мама пропала, надо спасти остальных крошек. Но ежата такие маленькие и пугливые, как же им помочь? Эта книга научит ваших детей, как дружить с животными и заботиться о них. Хэлли Дейс. Бррр-брызг. Чудо-щенок. Фабрика игрушек. Руби и Гарри всегда с нетерпением ждут дождя, ведь каждый раз вместе со щенком Брызгом они отправляются в волшебное путешествие, полное загадок и приключений. Руби и Гарри оказываются на настоящей фабрике игрушек. Ребята встречают профессора, которому необходимо изобрести самую лучшую игрушку на свете, но ему никак не получается создать что-то необыкновенное. На помощь приходят Гарри и Руби и, конечно же, щенок Брызг. Обрит Юрк. Огурчик и фасоль идут по следу. Гитта Огурчик и Келли Фасоль – сыщики. Их детективное агентство «Огурчик и фасоль» известно всем в городе, поэтому неудивительно, что у них не бывает ни минуты отдыха. Даже в театре и на отпуске им приходится вести расследование. Разгадайте вместе с детективами новые тайны, преступления и загадки небольшого города. Для этого вам понадобится все ваше внимание, логическое мышление и смекалка. Читайте истории вместе с детьми, разгадывайте картинки и помните, ничто не является таким, каким кажется. Элис Мугафарова. Цирк не для всех. Учить детей бережному обращению с животными надо с раннего детства. Ведь все знают, что питомец в доме – это большая ответственность, что надо помогать бездомным животным и зверям в приютах. А как насчет диких животных? Эта книга основана на реальной истории тигра из Британской Колумбии. Повод поговорить с ребенком, стоит ли ходить в передвижные цирки Шапито и многочисленные контактные зоопарки, и обсудить, почему животным лучше всего жить в естественной среде обитания, и как мы можем помочь домашним и диким животным, оказавшимся в беде. Велина Елена. Добрые сказки о простых вещах. Вы слышали когда-нибудь историю о том, как поссорились два ботинка, левый и правый? Или о старой копилке, спасшей жизнь маленькой птички? Может быть, вы встречали письменный стол, который пасся, словно лошадь под лампой? Глупости, скажете вы, и перевернете страницу. И тут же поймете, что все это чистая правда. Да-да, уверяет синеглазая девочка Василина. Все случилось именно так, как написано в этих добрых сказках. Мир, окружающий ребенка, совсем не похож на наш. О любви ему поет малиновка на сиреневом кусту, о красоте шепчет прозрачный, быстрый ручеек, о верности лает преданный лохматый друг. А еще много полезного расскажут вещи, наши уютные домашние спутники, которые всегда рядом и все примечают.
добрые сказки о простых вещах помогут маленькому читателю понять, чем обычно заканчивается непослушание, почему зазнайство обязательно приводит к потере друзей и как даже самое крохотное, но отважное добро всегда побеждает большое зло. Ольга Земцова. Грамотейка. Эта книга подскажет, как правильно построить занятие и на что следует обратить особое внимание. Очень важно не перезагрузить ребенка информацией и не отбить у него интерес к учебе. Учитывая этот важный фактор, была разработана уникальная система занятий. Задания в книге расположены таким образом, чтобы, занимаясь с малышом всего по 15-20 минут в день, вы смогли в полной мере охватить всю дошкольную программу, потренировать память и мышление, уделить внимание таким важным областям знаний, как математика и развитие речи, подготовить руку к письму. Франкель Хаузер. Играем в науку, открываем для себя мир. Книга «Играя в науку» помогает формировать у детей фундаментальные навыки научного исследовательского мышления. В книге детям предлагается под руководством родителей самостоятельно подготовить и провести эксперименты упражнения, связанные с физическими свойствами воды, воздуха, земли, явлениями природы и домашними предметами. Книга предназначена родителям детей младшей возрастной группы, воспитателям дошкольных учебных заведений и всем, кого интересуют вопросы раннего развития детей. Серия «Школа семи гномов» – это комплексная система занятий с ребенком от рождения до поступления в школу, 12 красочных, развивающих пособий на каждый год жизни дошкольника, 7 лет до школы, 7 цветных радуг. Для каждого возраста свой цвет, свои задания, свои книги. Так, например, у всех книжек для детей от рождения до года фиолетовые обложки. Пособия разработаны в соответствии с современными образовательными стандартами и будут полезны как родителям, так и специалистам, воспитателям, методистам.